Недавно мы узнали печальную новость о смерти Михаила Горбачева, первого и последнего президента Советского Союза. Он был человеком, который положил конец холодной войне и принес свободу и демократию не только в бывший Советский Союз, но и в Центральную Европу, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Восточную Германию и так далее. Я знаю, что Михаил Горбачев сегодня не популярен в России. Что-то он добился в России. Демократия, мир, гражданские права во многом было подорвано и уничтожено его преемником Владимиром Путиным. На мой взгляд, он один из великих лидеров XX века наряду с Нельсоном Манделой, Махатма Ганди и Уинстоном Черчиллем. Если бы не он, Центральная Европа все еще могла быть порабощена коммунистической системой. Если бы не он, не было бы запрета на применение химического и биологического оружия во всем мире. Он был человеком, который изменил мир и сделал его лучше. Я был молодым человеком, когда к власти пришел Горбачев. Когда я работал в Лондоне, я помню, как видел, как он ехал по улице Уайтхоллу, чтобы встретиться с тогдашним премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Меня вдохновило его стремление сделать мир лучше и безопаснее для всех, построить общий европейский дом. Я знаю, что Горбачев не все сделал правильно. Возможно, он добился бы большего успеха, если бы был смелее. Но он унаследовал безвыходное положение в Советском Союзе в 1985 году. Сегодня, когда в Украине бушует война и мир сталкивается с климатическим кризисом, который угрожает будущим поколениям по всей планете, мы отчаянно нуждаемся в идеалистическом и гуманном руководстве, которое предлагал Горбачев. Михаил Сергеевич, покойся с миром.